Ребят, доброе утро. Деревня. 8 час утра. Вот. Выезжаю, ребят, на озеро. Да, 7:49. Вчера, ребятки, с утреца я гонял туда. Поставил жерлиц и уехал. Вот. Немножко покажу. С утра проехал, ребят, было 0 градусов, все хорошо. Да, каналы уже начали заливать, заберег у реки уже открылся, потому что нужно переезжать речку. Немножко проехал боком болото, потому что ручей уже в озеро вскрылся и по нему уже не заехать. Выставил жерлицы, ребят, в течение 2 часов и поехал домой. В обратную сторону уже было обеденное время. Я понял, ребят, что такое вот весна, вот это, знаете, мгновение просто. Я вот утром проехал, у меня был чистый след, обратно еду, по нему уже бежит ручей. Вчера было 12 плюс, днем палящее солнце. Короче, и я вот с вечера, ребят, все переживаю, не знаю, как я туда сегодня поеду. Просто, вот знаете, вот, ну, вот ждешь вот первый лед, да, допустим, вот как-то он все вот так, хопа, резко так все. Снега не было, потом на тебе снег. И вот так же и с весной у нас почему-то. Вот. Так все потихоньку, потом просто может за 2 дня взять и просто ударить. Снега было очень много, но за 2-3 дня, ребят, его поело на сантиметров 30. Просто снег ушел. На полях уже открыты кочки, на болотах. И канавы, ребят, полные воды. Вот в чем преграда. Лед еще хороший. На льду можно находиться еще, на озере тем более. Там течения нету. Понятно, что лед тает также. Но лед хороший. И можно рыбачить еще смело, ребят, 2 недели как минимум, я думаю. На озере это точно. Но, ребят, снегоходный сезон резко заканчивается. Вот, и уже на долях никуда не проехать. Благо я живу здесь на окраине. Мне здесь проще проехать, нежели моим деревенским рыбачкам, потому что дороги уже все, ребята, поскрывались, уже грязище стоит страшное. Вот. Ну, короче, как-то так. Хотел, ребят, с ночевкой съездить, попробовать окуня, там, плотву, что-нибудь поискать. А жерлиц я и бросил, думаю, съезжу. Вчера было до обеда времени, думаю, прокачусь. И сейчас, ребят, жалею, чтобы не сыграла нам какую-нибудь ошибку. Ну, попробуем пробиться. Вариантов нету, жерлицы надо забирать. 20 штук, ребят, 300 метров по длине я поставил. Не знаю. Короче, поехали, ребят, будет видно. Дорога будет. С утра может быть сейчас еще более-менее, потому что 0 градусов, корка. Ну, а к обеду, ребят, все это поплывет. И это будет жопа. Короче, погнали.
Вот такие дела, ребята. Я вам о чем и говорил. Я еще от деревни-то толком не отъехал. Переехал асфальтированную дорогу и вот пошел. И вот такая хрень. Блин, кто бы сказал, там нифига глубина. Болото, что, вот кочки. Офигеть, борозду нарыл. Вот заднего хода бы не было, ребят. Ну вот все, это пиши пропало. Реверс. Чуть-чуть назад, чуть вперед и вытолкался. О, намолотил. Охренеть. Жесть. Да, надо немножко убрать. Жесть, конечно. Так, ребят, максимально быстро перескочил все это дело. Ну, потому что солнце сейчас встанет. Какая-никакая ночная корка есть. Еще можно вот. Потом все развалится. Ну, пересек там канавы. Ну, более-менее. Впереди вот река, ребят, которую надо пересекать. Забереги уже глубокие. Сейчас пробовал уже даже по сапог, ребят, воды. Что причем здесь, причем там. Ну, как бы с двух сторон. Надо переезжать. Других переездов нету. Да как бы и здесь накатано, все равно за зиму. Тут более-менее крепкий. Ничего не остается, ребят, мотать. И с каждым временем все больше и больше вот открывается. Впереди еще канавы и подъезд к озеру. Тоже не совсем, конечно, важно. Фу, ну с Богом, ребят. Да, блин, резко все. О, лодочки, ребят, пооткрывались. Я, кстати, тоже свою уже пригнал, достал. Снегоходный сезон, ребят, заканчивается. Ладно, с Богом. Давай, тундрочка. Еще поплыли, ребят. Водички, конечно, много. Офигеть. Ой, жестко.
На камеру непонятно, конечно. Но корыто прям плывет. Так, ну с Богом, что, поехали. Ребятки, такое себе уже, черное-черное, все, уже все, ребят. Короче, я даже не знаю, ребят, сматывать жерлицы и валить отсюда, или рыбачить, потому что сегодня плюс 12. С каждым часом, ребята, все, вода прибывает и прибывает. Ладно. Ой, я на озере. Так, ребят, ну чё, 300 метров примерно, ребят, я раскидал. 2 в конце сработки и 1 здесь. В принципе, весь ряд молчит. Я почему так расширенно бросил, ребят, с самого конца и пошел. Ну, думаю, где-то все равно должна проскочить, как минимум, да. Ну, вот тут весной, ребят, почему-то на жерлице рыбалки нету. Если здесь перволетка хорошая, в этом году я здесь неплохо даже порыбачил, то вот весной почему-то, хотя вот должен жор быть, да, вот этот икряные щуки, ну нифига. 3 сработки. Вроде там вымотка и здесь вымотка, не знаю. Ну, поглядим, что. Такие дела. Что-то у нас полная вымотка, ребят. Ну, лед хороший. Можно спокойно еще рыбачить, но заезд уже, ребят, такой себе. Вчера шугой закапывал, все, он растаял. Понятно, лед сейчас тоже быстро будет.
Есть, ребятка, щучка. Вот такая килошка попалась. Хрена себе, что-то у него тут, ребят, кто-то ее жрал, кусал, что ли. Какая-то рана, причем вот так. Может, в сетке была. Вот такая килошница. Так, что тут? Надо зевник доставать. Да, не густо, конечно. Такое расстояние. И как-то так. Так, ребят, еще одна сработка. Вот тут вот через одну тоже вымотка есть. Куда-то завела, блин. Куда-то, ребят, завела. Вроде тащу. Не знаю, с травой, походу. О, тоже, ребят, килограмм с травой выдернул. Вот такая красотка. Такая же сестричка, ребят, килограммовая. Тоже постоянно пишут, какую леску, Андрюх, ставить. Вот, ребят, не знаю, там кто-то писал 0,3. Да какая 0,3, ребят? Вот такие случаи бывают. Надо продирать. Соответственно, леску надо ставить как минимум 0,4. Нормал. Так, тут сразу через одну. Ну, я проезжал, ребят, там вымотки не было. Еще посмотреть надо, что живец надо, ребят, весь помер. Я думаю, что... Да. Плотва, ребят, вся сдохла. Сейчас жалятся, они стоят впустую. Кислородное голодание. Хотя, в принципе, разбурено. Какая маленькая. Пройтись, конечно, надо насадить, что есть у меня живца. Может, еще будет поклевочка. Опа. Так. И тут у нас... Ну да, ребят, тут холостая. Тут у нас холостая. Тоже куда-то в траву там затащила. Ух ты. В траву куда-то, ребят. Граница травы здесь сразу идет.
траву затащила и сошла, выплюнула. Живец, ребята, весь мертвый. Это и понятно в это время года. Ну, то, что есть, у меня перенасаживаю. Оп, скрыл нечаянно. То, что есть, перенасаживаю. Мало ли, может, какая-нибудь залетная бахнет. Ну, переживаю, ребят. Слышите? Такой. Это тает лед. Между нами тает лед. И сейчас у меня тоже время, ребят, конечно, не в мою пользу играет. Да, возможно, поклюет и на удочку что-нибудь. Но выбираться потом будет еще хуже. Ну вот обновлю, сколько есть. Замечательно, ребят, почти на все. Без двух хватило живца. Я не думал, что у меня столько. Потому что с такой поездкой побил очень хорошо. Кстати, в дальнюю дорогу, ребят, когда отправляетесь, по поводу живца, неважно, бочкой перевозите, каном, наливайте полную, прям до горловины воды, нежели половина. Вот именно у меня было полкана, и от тряски растрясло, и живец побился. Если бы был кан полный, такого бы не было. Это небольшой совет, так, мало ли, что наливайте всегда воду полную. 18 штук перезарядил, отлично. Ну, посмотрим, может, днем какая-то выйдет. Не знаю. Поедем сейчас в угол. Я когда-то здесь месяц назад рыбачил, и плотва там вечером выходила. Может, плотва поклюет, ребят, не знаю. Что-то окуня не интересно, не хочу искать. По плотве бы посидел, позагорал. Хотя куда загорать, морда уже черная. Так, ну что, 2 щучки килограммовые, нормально. Третью бы взять, и все. Неплохое закрытие сезона. Я имею в виду техники. По рыбалке-то, может, мы еще куда сгоняем. Пока непонятно. Вот. Короче, едем туда, ребят, пробуем. Лунки, ребята, оттаяли. Короче, где-то в этом углу, я помню, стоял. Вот. Ну, попробуем тут. Жара, ребята. Ух. Жара. Июль. Попить что-нибудь. Термосок у меня, водичка вон есть. Сейчас посидим. Покайфуем. На мормышку нет. Так, попрем. Так. Парик у меня вроде есть. Не знаю, я еще когда его покупал, ребят, в холодильнике живет еще вроде как. Нет, заморачиваться не буду. Опа. Ну, попробуем, ребят. Ух ты, сразу поклевка. Чё себе? Кто это у нас?
Плотва, окунь. Что-то мелкое. Ах ты. Что-то мелочь какая-то, ребят. Ой, ребят, все равно уже начал лед ломаться. Старые лунки вон. Хожу, проверяю так. Какая-то мелочушка там клювала. Все, потом перестала. Ух ты, нифига себе. Кто-то, ребят, сходу бахнул. Походу окунь, что ли. Ух ты, что себе. Ну так такой окунь берет, ну. Бубух. Смотрите, мормышку прям заглотил. Вот засранец. Так, пока будем кидать на лед. Потом в лунку ничего не будет. Окунек, окунек, полосатый окунек. Он сходу бьет. Ты дали. Это же вообще мелочь какая-то. Труба. Сбил надо опарыша. Но опарика с одного своровал. А на одного будешь клевать? А на одного будешь клевать? Эх, разбойники. Какие-то тут они чистые, белые, светлые. Обычно тут темные, ребят. Темные из-за воды. Торфяная местность, болотистая. Вода-то, в принципе, нормальная, пить можно. Просто цвет такой, ребят, у нее. Все понятно, короче. Наверное, даже без без опарыша, наверное, будет клевать. А сорога где? Покрупнее бы окунька. Может, блесенку поставить. Покрупнее, может, будет клевать. Как думаете? Ни хрена не видно, блин. Солнце, ребят, яркое. Окушочки, окушочки. Кивок не вижу. Так слепит. Очки снял. Наверное, пойду блесну, ребят, возьму. Попробуем на блесну.
В лесу не хотят. Ох-то, вот она. Вот она, ребята. Дорога-то. Ребята, жара. Походил, короче, там, потыкал старые лунки. Нифига. Окушки там простреливают. Кстати, на блесну почему-то пробовал, нифига. И вот тут потом сейчас попалась сорожка, не знаю. Ну, еще пару таких подъемчиков было. Но видно, что это не окунь. Окунь как дурак бьет. Вот. У меня отрава есть в ящике. Ну, имею в виду прикормка. Может сыпануть что. Не знаю, это все-таки озеро. Тут можно и навредить прикормкой. Ну, почему бы нет? Может, соберем рыбку, не знаю. Хотя, ребят, сижу и вот уже хожу, и уже даже вот этот лед, он уже ломается сверху, который замерз. Не знаю, ребят, надо валить, наверное, мне кажется. Лед-то все тут хорошо. Я не переживаю, ребят, канавы, речку, как бы болото там. Рухнулся-то я неплохо. Ну, это так, мелочи, конечно. Просто воды очень много, ребят. Прет вода. С каждым часом она все больше ручей все идет. И такие вот места, где ямки вот эти, они их затопляют. Можно врюхнуться. Так, сколько время-то? 10:45. Блин, самый пик такой, ребят, сейчас. Солнце, конечно, будет. Ладно, попробую, ребят, закормиться. Нет, да, тогда что? Я как бы не за этой рыбой. Ну, чисто так, живца обновил. Может, какая-нибудь обеденная хапнет. В 11 часов обычно тоже тут шевеление на жерлице есть. Короче, ладно, посмотрю, что в ящике, и попробуем кормануть. Может, подойдет. Сейчас в толще, ребята, отпущу. На дне чуть подымем. Опа. Посмотрим. Самосвальчик скинул. Подождем, сейчас посмотрим. Не знаю. А так, да, ребят,
Все. Снегоходный сезон точно. Ну, не знаю, там возле дома можно еще до реки скататься так. Буранка, она еще будет стоять. А вот куда-то на дальняк уже не поедешь, ребятки. Уже все. Не знаю, может, конечно, морозы какие-то будут. Сегодня у нас 30 марта. Рановато что-то весна дала о себе знать. Обычно в такое время, знаете, вот утренники, ночью там минус 30, ну днем там плюс 5, там ладно, да, солнце, но утренники все равно должны быть мощные. А здесь вон уже ночью, ну, тепло. Как-то так. Ну, в этом сезоне, на этом озере хорошо порыбачил, ребят. Щуку нормально половил. В начале, вот именно в начале рыбалка была хорошая. Мы и туда ездили. И Пашка приезжал, 3 мешка мы надолбасили. И трофеи я взял, ребята, 8,25. Самая крупная моя щука на жерлицу. Вот. Да и так в целом, в принципе. Это сейчас вот что-то непонятно. Что-то вот рыба как-то бастует, как-то, знаете, не по-весеннему. Разведки делал туда-туда, но никак что-то. А так нормально, в Тверь катался. Пацана в Архангельск гонял на море. Сезон все равно такой, не скучный. На Лима вот только не порыбачил. Обидно. Ну ничего, надеюсь, что весной, ребят. Весной на доночке половим. Жара, блин, жесть. Да. Как-то так, ребят. Ну ничего, нормально. Вообще, я как бы вообще не парюсь. В плане рыбы там прям, вот прям. Уже давно не за рыбой. Ну, поймал, хорошо, как бы так. Нет, как бы, ну, ничего страшного, не голодаем, как говорится. Свою рыбу мы всегда поймаем, свежую, на жареху всегда, ребята, поймаем. Вот сегодня даже 2 килограммовых щучки, ну, что, это, в принципе, нормально. Как бы больше-то и не надо, знаете, там, забить, там, мешками, там, туда-сюда, там. Да, в начале сезона мы берем много щуки, ловим, да, вот сколько вот ездили, ну, хорошо ловилось. Ну, заготовили сразу там морозильничек, филе, там, котлет накрутили на зиму, потом потихоньку всю зиму их кушаем. Консервы сделал и щуки в автоклаве, как бы, до сих пор еще баночка есть, там, 2-3, как бы, вот, в целом. А потом, как бы, ну, это так, периодичность. Ну, поймали на жареху, ну, на рыбалку езжу, всегда что-то, свежую рыбку какую-то, там, не в количестве, но что-то привезу, как бы, для себя, вот так, достаточно. Рыбу я не продаю, я этим не занимаюсь. Какое-то шевеление, ребят. Так что здесь кайф, ребят, здесь принцип, здесь интерес, здесь это хобби мое. Многие там пишут, вот столько денег, да лучше бы там рыбу там купил красный, да кушал. Да какая, ребята, рыба, вы о чем? Красная рыба там, да. Мотобуксировщики, палатки, да, базарано, ребят, это очень большие деньги. Если суммарно так все брать, печки, раскладушки, это все, ребята, очень дорого сейчас. Но, ребят, это моя жизнь, это мое увлечение. Как бы, если этим я занимаюсь, то почему я должен там, да, спать там какой-нибудь дешевой холодной палатке, там, как бы, топиться там плохой печкой, там, которая дымит там, да. Ну, вот я относительно того говорю. Это моя работа, это мое хобби, увлечение, как бы здесь моя движуха, как бы, и тут дело не в рыбе, как бы, там, вот все вот многие там в стоимость там упирается, вот потратил там бензин, да, допустим, там впустую съездил. Не, ребята, это не может быть не так. Здесь моя движуха. Вот. Так что, кто бы что ни говорил, ребята, тут дело-то не в этом, а здесь уже болезнь, как говорится. Я рыбачу с детства. Родился на реке, грубо говоря. Детство все провели на реке с удочками. И продолжаем двигаться. Нормально, я считаю, что сезон такой. Не прям такой. Конечно, планировалось что-то очень много. Но, как обычно, не получилось. Ну, нормально, ребят.
Приобрел шуруповерт, очень доволен. DeWalt 996. Вообще не пожалел ни капли, ребята. Я вторую батарейку никогда не вставлял. Никогда за рыбалку не вставлял. Сколько лунок я не делал. Вообще очень нравится. 130-м вертит прям вообще кайф. Китайский там, да, вопросов нет. У меня был китайский. Он есть до сих пор. Ну, здесь прям почувствовал, ребята. Ну, когда вот работает, да, техника, когда вот ты от нее удовольствие получаешь. И не паришься, вот там, как бы, не знаю. Я вот в кофр кинул, даже домой не заносил. Вот он сейчас со мной ездит. Я вот бурился вчера. Я даже не знаю, надо иногда хоть проверять батарейку там, что ли. Есть время, поставил на зарядку. На тундре, ребята, уже подпривык. Уже я начал ее понимать. Уже все хорошо. Тафала 600 я продал, ребята. Вчера буквально приезжали, забрали. Поехал в деревню. Тоже недалеко. Километров 100 отсюда. Взял молодой парнишка. Вот. И как бы я желаю ему удачи, и как бы и чтоб Тофик порадовал его. Потому что, блин, я вчера чуть не прослезился, если честно, ребята. Ну, я много на нем прошел, как бы, и здесь уже как бы не техника, как бы, знаете, а уже, ну, что-то такое для мужика, наверное. Мужики меня поймут, скорее всего. Продать машину, там, которая тебе по кайфу была, там, да. Ну, понятно, что у меня сейчас новая, ну, все новое, да, грубо говоря, что на нем бегай. Вот сейчас смело просто, не знаю, километров 100 бы на ней сейчас куда-нибудь уехал, и как бы не переживая, что техника там старая, возможно, подведет, там что-то не подведет. Я на 600-ке был уверен, что у меня все нормально, и до сих пор уверен, что он будет бегать еще, дай бог, если будет все нормально за ним следить. Маслицо вовремя подменять, каточки посмотреть, прошприцоваться, и техника будет бегать, ребята. Так что вот как-то так. Нормально, нормально. Я не унываю, ребят, все хорошо. И в плане рыбалки, говорю, ребят, это здесь уже, знаете, такое себе. Приключения, движуха, драйв, вот это мне, да, нравится. А поймали, не поймали. Да, конечно, контент о рыбалке. Многие вот из вас там пишут, что вот опять ничего не поймал, там туда-сюда. Ну, вот такой период, ребят. Я не знаю, почему с этим связано. Обычно в это время мы ловили. Ну, зима, видите, какая дурацкая. У нас то 30, то плюс 5, то минус 30, то плюс 5. И вот это качели, вот эти. Сейчас весной непонятно. Потом снегом завалило. О, бабочки уже летают, ребят. Нифига себе. Так что как-то так. Нормально. Свою рыбу поймаем, ребят. Так что я не переживаю вообще. Не повезло. Сейчас весной, возможно, поймаем налима, ребят. Порыбачим. Покатаемся. Так что нормально все. Ух. Чё? Плотва. Где плотва? Вот она, ребята. Красавица. На игру взяла. Настоящую нифига. Ладно. Давай, подруги. Идите, живите.
А посидел, ребята. Так, что-то 3 штучки поймал. Ну, что-то это, неактивно. Надо прям трясти. И что-то бац, что-то так шевельнет. Не особо прям в активе. Ребят, лед уже этот, кромка уже прям сверху уже все проваливается. Чувствую, надо валить, ребят. Не тянуть до вечера. Я переживаю, что я просто не смогу выехать. Сработок нету. Никто тут не ходил, не кусал. Ну и ладно. Буду сваливать, ребят. Сматываться и сваливать. Нафиг надо. Спокойно лучше потихоньку попрем. Греться будет техника, конечно, 12+. Все, валим домой, ребят. Опасненько. Капитально тут ручей уже течение. Короче, сегодня-завтра тут уже будет хана. Кто-то по буранке прошел, как будто волк, ребята. Следы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Перекур нафиг. Все, ребятки, я добрался. Блин, офигеть. Вот по сравнению, что было утром, и сейчас совсем все по-другому. И это с каждым днем, ребят. Все. Снегоходный сезон, ребят, точно закрываем. Потому что, ну, уже все куда. На дальняк точно не поедешь. Бураночки растаяли, ребят. Тают. Очень все быстро, конечно. Не ожидал, что вот так резко. Ну да ладно. С рыбалкой, ребят, мы еще не прощаемся. Сейчас два варианта, ребята. Ехать на юг, там уже открытая вода, ну, южнее. Или ехать на север, ребята, продолжать заниматься зимней. Вот это мы подумаем. Есть у меня вариантик. Очень, кстати, интересный. Напишите, ребят. Поеду к блогеру, четкому пацану. Но, скорее всего, да. Все, нормально. 2 щучки, ребят. Ну, пойдет, пожарим сегодня. Вот как-то так оно. Резко, очень резко. Все, коня в стойло, ребят. Давайте на связи. Всем спасибо, кто смотрел. Спасибо за лайки, за комментарии. Все, обнял. Увидимся.